Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Рекордными темпами. Бизнес-центр в Грозном восстановлен после атаки беспилотников. Подробности в нашем выпуске. Сердце нации, ее речь. Сохранение и популяризация чеченского языка за последние годы получили мощный импульс. Обсуждение вопросов сохранения и развития языка. В столице прошел первый съезд учителей чеченского языка и литературы. За высокие достижения. Стипендия президента и правительства – это знак отличия для лучших из лучших. Студенты вузов республики стали обладателями стипендий президента и правительства страны. Бизнес-центр в Грозном, получивший повреждения в результате недавней атаки беспилотников, восстановлен и уже готов к работе. К реконструкции здания приступили незамедлительно, и уже через несколько дней объект отремонтирован. Обо всем по порядку. Рабиат Гайтиева. Ранним утром 5 декабря столица Чеченской Республики подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Удар пришелся по высотке «Бизнес-центр» в современном деловом комплексе Грозный-Сити. В результате серьезные повреждения получили 6 этажей здания. В тот же день глава региона дал оценку происшествию в своем телеграм-канале. Он отметил, что удар по мирным незащищенным объектам лишен какого-либо военного смысла и пообещал нанести неизбежный и сокрушительный ответ. Я хочу сказать, что они ничего не сделали, они только разбили стекла. Там видно, жители работают, снимают офисы. А то, что они показали себя еще раз с таким лицом, это мы их знаем, знали и будем знать таких. И поэтому мы воевали, будем воевать и дальше будем уничтожать этих укры-шайтанов. Хочу заявить, сказать всем, кто разделяет с нами радость и горе, завтра, утра, до конца недели, мы будем мстить, жестоко, Наши, цели будут, только, военные объекты, И вы увидите, насколько, нельзя трогать Чеченскую Республику. В последующие дни российские вооруженные силы нанесли серию масштабных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на Украине. С 12 ночи до 9 утра было обработано более 60 целей и нанесен непоправимый урон по тылу врага. По распоряжению главы республики на месте незамедлительно были начаты аварийно-восстановительные работы. Прямо у здания работает тяжелая техника и бригады строителей. Их задача – ликвидировать последствия повреждений в кратчайшие сроки. Рамзан Кадыров лично прибыл на объект для координации действий. К зданию оперативно стянули тяжелую технику. Это около 20 единиц специализированного оборудования и мобилизовали рабочую силу в количестве более 200 человек. Бригады приступили к работе в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки устранить последствия. Глава региона отметил, что удар по бизнес-центру – это низкий и бессмысленный поступок. Он подчеркнул, что в этих стенах работают исключительно мирные жители, и объект не имеет никакого военного значения и не использовался для подобных целей. Давайте повоюем, кем-то там
будем показывать, кто на что способен. По завершению инспекции глава республики дал конкретное поручение. Все арендодаторы, компании и сотрудники, чьи рабочие места на поврежденных этажах были временно выведены из строя, получат комплексную помощь и поддержку. Разные бизнес-компании, второй этаж, еще удар очень easy, чуть меньше, очень Перед строительными бригадами стояла трудоемкая и комплексная задача. Помимо масштабной работы по реконструкции фасада поврежденных этажей, внутри был выполнен полный цикл отделки – от черновой уборки и восстановления конструкции до чистового ремонта помещения. Учитывая, что это бизнес-центр, здесь разные организации работают. И вот эти пару дней, даже эти пару дней были выходные, субботу, воскресенье, и чтобы они в понедельник, завтра могли приступить к своей рабочей неделе, мы старались круглые сутки, и мы успели, завтра люди могут прийти на работу и приступить к своим обязанностям. Благодаря максимальной мобилизации всех ресурсов, полный цикл восстановительных мероприятий был завершен в рекордные 2 дня. И бизнес-центр, символизирующий динамичное развитие Грозного, вновь готов к работе. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. В столице состоялось событие, которое можно назвать историческим для республики. Здесь впервые прошел съезд учителей чеченского языка и литературы. Педагоги со всего региона собрались, чтобы обсудить острые темы преподавания, сохранения родной речи и выработки единых стандартов. Организатором съезда выступило Министерство образования и науки республики совместно с Институтом чеченского языка. Подробнее расскажет Рамзан Абоев. Уже четверть века Рамзан Хасаров обучает детей родному языку. С особой теплотой педагог делится знаниями, считая своей главной обязанностью привить ученикам любовь к чеченской речи. Сегодня он принимает участие в работе первого съезда учителей чеченского языка и литературы. ومت سيدي الشا يحيق إلى مكة. Под звуки государственных гимнов открывается исторический съезд. Чеченский принадлежит к нахско-дагестанской языковой семье, занимает 3-е место по распространенности в России, а его статус как государственного закреплен в Конституции. Язык – главный признак национальной идентичности, говорит министр образования и науки Хошбау Дидаев. Ür, Socherio, Dailan was the watching, Jimchins, Duesla, Chwach, Nisar Hosts, Boschbed, Zudbed, Yochbolarum, Mossoma, Zinnecher Dutak, Noche Motto, Zendegbe, Hochstadt, Zendegbe, Weril, Yochiladat. СМИ активно работают над сохранением и продвижением родного языка. Выходят печатные издания, флагманом среди которых является газета «Даймок» с вековой историей. Половина эфира телеканалов посвящена чеченской речи. В последние годы успешно переводятся мультфильмы на родной язык. نوخش أمه ووتوجا شان نوخش وقال غيرش نوخش أمه ووتوجا ويختار ولا غيرش شون ده الجي نوخش وقالش طبعا سيدو غيرم بو هو يوخش باش حالتيع بو هو دنيا نتيع بو بقدر ديجا اتكي بره نوخش أم سي على بق مخدع بالله ويقومه قاتو وانت مثلا دي قرش دوخ وانا اذا وقيت قيتش تحني ده راح يكش عن نوخش موت بايشات اذا
نعم كيجنا أستن بوزريا برج بريا تاني هيك чанда во это бирбу. Инициатор проведения съезда Рамзан Кадыров. В работе задействованы педагоги со всей республики, преподаватели из университетов и колледжей, а также ведущие исследователи и методисты, которые занимаются созданием и совершенствованием учебно-методической базы. متنا خلقنا خزنيخسنا ميخلا يهون أشي تخن خزاحة دق نقشي متغ ليتراتوري عدوز دو خاتش ديستري دير دو حيخر خوشين خي ترك ايردو تاخ أص حيخر خوش تايب بلغش كاتش باش بولش علمان شي حيج مشهر بوت أقد عن نقشي مواتقي ورات ادوز ديش ديج بلغل دو أخوردو تعال مقاح تخن وينا قاستن بلغل دير دو هور نقشي ميتا ليتراتوري حيخر خوش باش بول خط أخوي علمان حيركشتول تخن دوزي تردوين دا ألو ده نقشي ميت تدم حقلق قرشدير تباقرة إذا خزنيخ صندوق بلدو نقشي ماتا أربو علمان بلغشا آريوشو كل учебникша, методический пособиша, еще хихаркуэна, хазлех сандук конакласталду. Часы преподавания родного языка и литературы в школах активно увеличиваются. 2023 был провозглашен годом чеченского языка, а в 2024 чеченский интегрирован в Google переводчик. Для поддержки талантливых педагогов учрежден конкурс «Лучший учитель чеченского языка». Депутат парламента и председатель Союза писателей Аламхад Ильсаев охарактеризовал съезд как важный этап в развитии родной речи. ونعوقا يرقياش خشين دلاغت خاستو بحالدغش أهوديش سيقدلو قدير المتكخل بشي على وقته ويقدلو وي مؤديش ويكودلو در تغن ويش بوقدلش نوخشي بولشا نوخشي مات بيستر برويك أخوي بوقا ليوش ليوي خيش بولشا خوردر شول دلا هورني تو يلك داش مصيا خلي دوزلا قدا جرجر ونستقل إتاك تعقية بولور برويك أخ إزيك دولشنا Для стимулирования изучения родной речи в школах внедряется электронный аббат. Спикеры докладов отметили, ЧГУ и ЧГПУ реализуют полные образовательные траектории от бакалавриата до аспирантуры. Научно-методическое обеспечение преподавания чеченского языка и литературы осуществляет Институт чеченского языка. İçiğüden lemniş ditstene tanhumnaq iğdel dohkdel mat agil gul özden galla da'tesan way dabyalışdela aq way delçe humma dat nagasan waysan beach turpal hoybos waysan beach turpal hoybos wayn hund khiyeta noqchima sholo hund khiyet way weshmat نقشي وقت بيبوي ويبو كودو خي هو خلديسيغا نقشي وات صوتك وات صوهم يات صبو عدوك نغسنا نقشي وقت بيبوي بوخشدي وي داغموت اقدا وغلشي بان بخ شيمو صارمت واري دليل هو ماغاموغوچ والله مليل نقشي نقشي مات خلبيش بو دام واخير Ежегодно 25 апреля отмечается День чеченского языка. В рамках усилий по его сохранению и развитию при главе республики функционирует экспертный совет. А несколько лет назад утвержден новый орфографический свод правил чеченского языка, что позволило выработать единые требования к его изучению. По итогам съезда Президиум принял резолюцию, направленную на формирование интереса к родному языку у детей и подготовки педагогических кадров, и наметил шаги по развитию языкового образования. Сохранение и популяризация чеченского языка за последние годы получили мощный импульс. Разработаны орфографические труды, созданы словари и учебные материалы, также проведены многочисленные конкурсы, научно-просветительские проекты и форумы, которые укрепляют языковую политику. Рамзан Абуев, Лисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Гордость республики на федеральном уровне. Студенты вузов Чеченской Республики стали обладателями стипендий президента и правительства. Это одна из самых престижных стипендиальных программ в стране, что говорит о заслугах ребят, высокой оценке их труда и потенциала, а также о высоком уровне подготовки в регионе. Подробности в нашем следующем сюжете.
Когда всего за 2 дня он в спешке доделывал заявку, Давид Шахбиев даже не предполагал, что сегодня окажется среди лучших студентов страны. Подавая документы, парень не рассчитывал на победу. Скорее воспринимал это как попытку, а не реальный шанс. Но именно это привело его на сцену, где озвучивают имена сильнейших молодых специалистов России. Про президентскую стипендию я узнал от замдиректора по учебной части. Также она мне помогала готовить вот эти документы. Мы собрали статьи, которые у меня были написаны, именно уровня ВАК. И вот эта президентская стипендия, она для меня не то, чтобы финиш. Это не то, к чему я стремился. Это скорее черта, вот эта зеленая черта, с которой я начну свою дальнейшую деятельность. Эти стипендии – одна из самых престижных форм государственной поддержки молодых талантов. Выплаты дают обладателю статус, который открывает двери к стажировкам, грантам и участию в федеральных проектах. Стипендия президента и правительства – это знак отличия для лучших из лучших. Попадают сюда только те, кто уже сегодня двигает науку, публикует статьи, побеждает на мировых олимпиадах и патентует изобретения. Получается, фактически сегодня здесь не просто вручили сертификаты, а отметили тех, за кем стоит научное завтра России. Президентская стипендия для студентов составляет 30 тысяч рублей в месяц и назначается на 1 год. В то время правительственная закреплена в размере 20 тысяч рублей и также выплачивается в течение 1 учебного года. Эти меры поддержки позволяют талантливым студентам сосредоточиться на исследовательской работе и развивать свои проекты без финансовых ограничений. Мы знаем, что по соответствующим результатам само высшее учебное заведение ставит стипендиальный фонд, так называемую стипендию. Но сегодня здесь мы говорим о тех наших студентах, которые отличаются своим высоким уровнем обучения и образования не только в ВУЗе, но и вышли по каким-то проектам, по своим направлениям научно-техническим и на федеральном уровне. Речь здесь идет о федеральных стипендиях. Очень приятно отметить, что в этом учебном году Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова, нашего первого президента, обладает по количеству вот этих стипендиатов в Северокавказском федеральном округе вышло на 1 место. В Грозный приехали более 200 лучших студентов из разных регионов Северокавказского федерального округа. Чеченский государственный университет, ставший площадкой для мероприятия, встретил участников атмосферой единого научного сообщества. С 1 курса я начала активно заниматься научной деятельностью, и мой научный руководитель Лапина Мария Анатольевна рассказала, что есть такая возможность для того, чтобы продвинуть свои исследования в целом для поддержки науки, можно подаваться на стипендии правительства и президента Российской Федерации. Для этого необходимо иметь научные статьи, участвовать в международных и всероссийских конференциях. На данный момент у меня 9 международных статей, 10 российского уровня и, конечно же, дипломы 1, 2, 3 степени по именно очным выступлениям на конференциях. Перед самой церемонией состоялась обширная пресс-конференция, посвященная презентации новых и расширению существующих стипендиальных программ. На встрече обсуждались новые меры поддержки и результаты реализации программ в 2025 году. И все, в принципе, абсолютно прозрачно. То есть бывает такое, что хотя у нас и это не предусматривает, но мы между собой договорились, что кто бы к нам не обратился, начиная от представителей вуза, заканчивая просто, то есть нашим студентам, нашим клиентам, получается, если у него возникают вопросы, почему он в этом году не прошел, либо он претендовал на стипендию президента, но по баллам у него хватило только на стипендию правительства, такое тоже бывает из-за конкурса и так далее, то мы даем абсолютно развернутый ответ. То есть мы говорим о том, что такой клиент-центричный подход ориентирован. К началу церемонии весь зал был обращен к главной сцене, на которую один за другим выходили те, чьи достижения отмечены государством. За каждым именем труд, исследовательские проекты, победы в олимпиадах и научная смелость. На сцену приглашается американский Дмитрий Александрович. Чеченские студенты вновь подтвердили свои высокие достижения. Стипендии президента и правительства страны получили лучшие обучающиеся местных высших учреждений. Их успехи в учебе и науке стали значимым вкладом в авторитет образовательной системы республики. Приятно видеть, что наш университет является площадкой проведения церемонии награждения по всероссийскому конкурсу. Ну и, конечно же, было просто невероятно радостно стать победителем стипендии правительства Российской Федерации. И думаю, что эта награда будет памятью мне на всю жизнь. У меня
меня были надежды, как и у всех других участников, которые подавали заявку на участие в этом конкурсе. И когда я узнала, что я стала одним из тех, кто выиграл этот конкурс, я была безумно рада. Мне было очень приятно узнать, что все старания, которые были проделаны за несколько лет моей учебы, они были оценены. Те, кто недавно сомневался в своих возможностях, сегодня уверенно принимают заслуженную награду. Подтверждают, что большие достижения начинаются с маленького шага, сделанного вовремя. Рабят Гайтиева, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В республику с рабочим визитом прибыл директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. Одна из ключевых тем – усиление мер безопасности в свете последних событий. Главе Росгвардии показали выставку военной техники, где особое внимание уделили дронам. Детали визита в репортаже Лимды Жамалдиновой. Международный аэропорт имени Ахмата Хаджи Кадырова встретил высокого гостя. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов прибыл в Чеченскую Республику с серией рабочих встреч и церемоний. Почетный караул выстроился в живой коридор и, как положено, встречает дорогого гостя. Золотову во дворце торжеств имени Дагуна Амаева представили военно-техническую выставку. Первым рассказали о наборах, которые применяют медики и бойцы на передовой. Перевязочные средства для остановки кровотечений, к слову, то, что в нужный момент может спасти жизнь. Каждый может оказать. Так точно. Каждый боец. Так точно. Уже отработано. Мы обучаем их на высшем уровне. У нас есть все условия в Российском университете спецназа. Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас все есть. Да, это я знаю, Рамзан Ахматович. Огромное спасибо, но я хочу сказать, это важно для ранений, потому что большая часть, если грамотно делают, как раз ребята делают перевязки необходимые, то тогда сохраняет жизнь бойца. Это очень важно, чтобы каждый умел. Помимо этого показали дроны в экспозиции, коммерческие модели, самодельные FPV и тяжелые разведывательные платформы. Топка, который является на самом деле флагманом среди высокоточных оружейных систем. И, несомненно, одна из лучших винтовок в мире. Рамзан Ахматович тоже знаком с этим производителем. А здесь все дело концепции и технологий, которые применяет производитель. Затворная группа выполнена из мартенситно-стареющей стали, которая проходит 2 этапа термической обработки, при этом сохраняется стопроцентная геометрия изделия. Это очень важно. И наиболее важный элемент в затворной группе – это узел запирания, который выполнен в данном случае путем электроэрозии. Такое качество применения сырья, то есть металла, минимальные допуски по точности дают огромный потенциал для кучности и точности изделия. Вся вот эта вот часть собирается у нас на Руси. Мы взаимодействуем с разными организациями. На примере вот этого вот аналог, так называемый, Баба-Яги, но он несет 4 раза меньше. То есть килограммов действия на себе тащит, можно вот такую вот ТН донести. И его активно применяют в целях логистики. То есть где-то в тыловых зонах, где мы не можем на технике проехать, где жгут нашу технику, активно применяют вот такой вот дрон. И далее уже идет под задачу. Главным образцом называют Mavic 3. Инструкторы поясняют, дрон используют для ведения наблюдения, корректировки штурмовых действий и огня артиллерии. Здесь представлены современные образцы вооружения, высокоточные снайперские винтовки отечественного производства с уникальными разработками, которые уже применяются бойцами в зоне специальной военной операции. Торжественная часть мероприятия открылась с исполнения государственных гимнов. Обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим, Виктор Золотов подчеркнул беспрецедентный вклад, который вносят чеченские подразделения в общее дело. Ваша доблесть, стойкость и профессионализм уже вписаны в историческую летопись современной России, отметил он. Войска Национальной гвардии с честью выполняют все поставленные задачи. И значительный вклад в их достижения вносят воинские части и подразделения Северо-Кавказского округа войск. Об этом свидетельствуют положительные результаты обеспечения безопасности в регионе, успехи в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Враг вас боится, и поэтому сюда летят эти беспилотники в знак, знаете, мелкой пакости, хотя бы хоть чем-то навредить и отомстить. Ваш ратный труд по достоинству оценивается руководством страны.
С начала СВО уже более 6,5 тысяч военнослужащих и сотрудников округа награждены высокими государственными наградами. И сегодня, в канун празднования Дня Героев Отечества, этот список пополнится новыми именами. Я благодарю бойцов и офицеров Северокавказского округа войск Национальной гвардии, а в вашем лице и весь личный состав Росгвардии за добросовестную службу, профессионализм, отвагу во имя победы. Следом настала, собственно, и особая часть визита – церемония награждения. Высшая государственная награда и званием Героя России был удостоен генерал-лейтенант Шарип Делимханов. Российской Федерации за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, присваивается звание Героя Российской Федерации генерал-лейтенанту Делимханову Шарипу Султановичу. Я глубоко благодарен Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую высокую оценку моего служения Отечеству. Это признание заслуг всех, без исключения членов команды великого первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также всех воинов из Чеченской Республики, которые под чутким руководством главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова ежедневно выполняют свой долг по защите национальных интересов страны. Это высокая награда, которая накладывает на меня еще большую ответственность. Я хочу заверить Верховного главнокомандующего, что я и весь личный состав подразделения Росгвардии Чеченской Республики будет стоять на страже России, ее конституционный строй, прав и свободы граждан. Мы сделаем все для дальнейшего укрепления боевой готовности наших войск. Особые слова благодарности выражаю президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, нашим мягким на Имани Несиевне Кадырову, за ее всестороннее внимание и поддержку подразделения Росгвардии, а также семьям погибших и раненых наших товарищей. Желаю всем тем, кто сейчас на передовой ответственных интересах нашего государства, успехов, сил и благополучия во всем. Без всяких сомнений враг будет повержен и победа будет за нами. Лерми Мехдар Рамзан Ахматович, Том Сарваш, Дерезал, Далдикан Бирам Бойман, Асадич Хердуч, Шдош, Хуалга, Вошан, Тягет, Далмола. Ахмат сила, Россия мощь, Аллаху Акбар. С первых дней специальной военной операции подразделения из субъекта вносят свой вклад в общую победу. Координирует действия лично глава региона. За особые заслуги директор Росгвардии вручает Рамзану Кадырову медаль за боевое отличие. За боевое отличие генерал-полковник, Герой Российской Федерации, глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович. Такой же награды удостоились генерал-лейтенант Магомед Даудов, генерал-майор Адам Делимханов и генерал-майор Абузейд Висмурадов. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации, председатель правительства Чеченской Республики Даудов Магомед Хожахмедович. Генерал-майор, Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Делимханов Адам Султанович. Генерал-майор полиции, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Висмурадов Абузайд Джандарович. Почетной грамотой Федеральной службы войск Национальной гвардии был награжден секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. За оказание содействия при выполнении задач, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации, награжден почетной грамотой Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Кадыров Адам Рамзанович, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Ведомственными и государственными наградами также отметили ряд росгвардейцев. Глава региона поздравил всех, и в своем выступлении он отметил готовность чеченских военнослужащих патриотично выполнять долг перед Родиной. Я поздравляю награжденных, особенно рад, что Шарип Султанович получил звание Героя России. И мы, все граждане России, патриоты своей Родины, будем делать все, чтобы мы быстрее победили терроризм. Еще раз хочу поблагодарить нашего дорогого старшего брата, главнокомандующего Виктора Васильевича, за то, что
что уделяет внимание нашим бойцам. После официальной части гостей ожидала культурная программа с выступлением чеченских артистов. Завершилось мероприятие в строгом государственном ритуале – выносом флага. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В селе Алирой сегодня царила атмосфера духовного праздника. Там открылась новая мечеть. Торжественное открытие собрало религиозных деятелей, представителей власти. Как выглядит духовный центр, который станет сердцем общественной жизни села? В сюжете Турбали Тайсумова. Для жителей села Алирой настал очередной повод для радости. Свои двери распахнула новая мечеть, выполненная в восточном стиле. Она построена за счет общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и носит имя Тумахаджи в честь прадеда семьи Тумхаджиевых, который присутствует на открытии. Первый заместитель председателя парламента Чеченской Республики Салман Закриев в своей речи отметил, что благодаря поддержке руководства в субъекте раз за разом появляются как религиозные, так и другие полезные для людей объекты. هوير دخلات عشقو مخكح مصو مع حرماج شديش عبر شيش نون مصو يرد خزيش هوير خوق بي بيرقل يقاسك يشتا يرد ملك شو يرد يستيفا دا يرد شو بعد وقت عند شايك يرد خزيل دانيال لغوتنا الحمد لله ادم دونا سموني دون بيرتاع دون وين هو هولي ويدور دو سموتر أعمل عشاء حالا مبالي الشيكر هم دي اندحر علو العصوات كلش دعبوا لندك بلاش بورشة ديلغيتم دالازت أوبل دوتن تغنى تنزرق الفوند وتنو حدوش بيرت دويزة أي ماني حاجسة سبانسير وديشة ديت المجد هذا وفوند هو مكاد ومصر مع حردك بلاش بيش بديلغيتم دال شي بيرت كعيش صوب وغيل دال دي عبيرت كيمة دال هو شوحة يميز عملية إيمان وين مسرنا دال بيرت عد إعدونا إرسي دال خوش داخل دويل وين هو بكرار هرتم أجي وغير دويزلش ثاني يحير دينا أعمل حاجة حاله بالش عند هذا فوق دويل سندي عاقدنا هو ما كمصر متى ديك شارع ديك ناوستير الحبوش بديل ريز خليتشون إدويزل دون هو بكرار حاجة تير دون ديكي بوشتون وان غي بوشتون تن نقشي بوشتون حلقينا دير ريز غيرهم دار مقلادون خينيز ما قوتش خيرتن دول شمن شادر جيت على وستيغ ديك بيلوش باش داو دو دير ريز مثلا دا ملاتنا وكلنا وكلنا هو خرج مالين شنو يوتا قادا ديك نبيقم بوين. В качестве почетного гостя сюда также прибыл председатель Совета алимов Республики Северо-Кавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров и другие религиозные деятели. По его словам, в недавнем прошлом святынь в субъекте и вовсе не было. Чтобы совершить общую молитву, приходилось ездить в соседний регион. Шоу стоит получше, что надо воровать. Нога, сапегаш, загир гильник. Мы чего идут за город, базовый сурту, тоже. Хасир, ног, мерги, доллары. Это слаш лам, за нислевич. Таш, медиинтер, монаура, так чебуэтш. Вот цур, лекхич и гуллок. Вот цур, даккидиш, и руз, твой дадельч. Цану, швелы. Хаусата, вектер, хал. بكر من نهار غزش لشيتي أل هرغش لش وقوت رهيتش مصو قوت رهيتش أحمد حاج دولي نشدر هم بيركت دز نقية سنكت خير الحمد لله سنقول ناقص تيغل صعونا ويداهيتن أحمد حاج زرع صفوان قول بصو هيبر تكتوش خلق بيشيل مسك بصوت يبر طعمت على الزرع يوشفون ورقش نفسه صح كيس كيقرا ساكيس كيقرا تاع الوقت اليوم قضيتني غير وجدال قي ذكر سودا غير وين هر وين هر برق ولا تشور وين محتاج وين شنو غادي يشكو شنو غادي يعيش وين
Для присутствующих богослов поделился тем, насколько ценно назвать святыню именем уроженца села. Dok ne'amat dushet sarah, mejdik wattadash, busul la khilr. Emat degalat, ardeshna mocho, suraya hamurdosh. Sadqatun jariyah liyar sa'ala, hocho amal ibadat yesh. Busul bana mil bo, satta heger doch. دائما تدوخ نات يالي يولش لير ساعبو مع الدلسين أصلك صعد ماجدك ما شاء الله ديله وسميوه دو مكة حاجة سدوه انشتينا إبراهيم بيهمري عليه السلام داله وحي دينك يجي يرشتل نخش كان طلق خير أكثر يلقي وهم يرقي يشتري كل شيء شال يلقى تاعت يموه يتسعد يموه يتسعد لدانا شيء كل أمرنسا دنيا مد يرجي نبدا اترف عشان غير يرجي متع دير سهل درش ودير زين دول عباد تجلس عجين زين دول سنة دال سنيال خير درش نعمة دول وقا يوجه لبس عشان ما شاء الله دال كل دقي دي تشيخ دوينوي دال وجه عمل عبادة الماجد خز دي تشيخ دوينوي دال قتير أرسلي وخز وسوش يوها إيش يوجه دقي دي По словам прихожан, этот подарок особенный, поскольку теперь они могут поклоняться Творцу в очень уютных и комфортных условиях. دال دي كان سبيحهم بويلو دال رئيس خلال بركة على الأرض اشتهر سنة ديك بلخش دال دائما على بويلو سيل خوش الله دال اشتغوشة ديزل ويلو أوشة دازل ويلو بقى أوشة سيل خوش الله دال وأمر هذا صعب يجري خل أوشة بقى شو مبيح إنما المؤمنون إخوة بقى الله تعبنا مش مؤمنون شو بقى هو دال صعب نادى لها يلبق بنادى لها ويبوصل دبوش ولا شيء وأوشة خا تصدق تردوليش أوشة حق نسريش بس أوشة ديكني شلون نشتهش ديكني أوش بقشلر بش تقدر تيزون زين خوش الله ده برد صعب ويلو. Собравшиеся совершили намаз, прочитали мавлид и провели обряд сага. Отныне для всех желающих это священное место доступно для коллективного обращения к Всевышнему Аллаху. Турпал Алита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Как воспитать патриотизм не лекциями, а живым общением и впечатлениями? Именно для этого в республику в рамках большого межрегионального проекта прибыли школьники из Челябинской области. Программа визита выстроена так, чтобы ребята из сердца России своими глазами увидели историю, культуру и героев Кавказа. Репортаж Лимда Жамалдиновой. Лауреат дипломов первой степени на республиканских и всероссийских вокальных конкурсах, солистка хора «Шатой» Раяна Ахмадова. Девушка поет с 5 лет. Музыка – это моя отдушина. Я ею вдохновляюсь. В дальнейшем хочу посвятить свою жизнь музыке. Юные артистки готовились всю неделю к приезду гостей из Челябинской области. Для них каждое выступление особое. Зрители встречают их теплыми аплодисментами.
Хор Шатой культурного центра Шатойского района, коллектив «Скрепкая школа» и известен своими высокими наградами. И солистки сегодня подтверждают это. Репертуар от мировой классики до чеченского фольклора требует дисциплины. И именно это заметно в каждом исполнении. У нас есть огромное количество возможностей для развития во всех сферах. Мы можем развиваться в спорте, в культуре, в образовании, в науке. Вот именно в данном случае конкретно в культуре. Гости, которые к нам сегодня пришли, вот это свидетельствует тому, что как мы расширились. Между регионами давно сформировались теплые, устойчивые связи. Челябинские школьники узнают о Шатое через музыку и общение. Чувствуется их искренний интерес к чеченской культуре. С большим удовольствием сейчас посмотрели концерт. Конечно, поразили голоса, поразила культура. Нас очень понравились песни, которые исполняли. Очень специально для нас. Вот. Это вот гостеприимство. В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Чеченской Республики и правительством Челябинской области на территории региона реализуется проект с целью развития гражданского патриотического воспитания школьников. К слову, это важный шаг в укреплении взаимовыгодных контактов. Далее делегация направилась на обзорную экскурсию в туристический комплекс «Ведучи». В рамках соглашения между регионами это, можно сказать, такой пилотный проект. Это дети, непростые дети. Это кадетская школа под шефством Следственного комитета. То есть у нас в программе посещения Следственного комитета на территории Чеченской Республики. То есть хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность Департаменту образования города Грозного. Потому что, я говорю, программа действительно насыщенная. Школы, центры образования, мастер-классы. То есть у нас очень такая продуктивная поездка. Впереди у делегации еще несколько дней, насыщенных экскурсиями. Но сегодняшний концерт, пожалуй, уже стал одним из тех событий, которые запомнятся им надолго. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась ежегодная благотворительная акция «От сердца к сердцу», приуроченная к Международному дню инвалидов. Мероприятие организовано мэрией города при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Заместитель мэра, начальник департамента образования Зелимхан Ахматов посетил коррекционную школу и подчеркнул, что поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья – это постоянная работа, которая ведется благодаря вниманию руководства республики. Он также поблагодарил педагогов и родителей за их ежедневный труд. В завершении акции фонд передал детям подарки – куклы и интерактивные роботы. Так, ребята, как ваше настроение? Хорошо. Как проходит учеба? Вам нравится в школе? Да. Да? О, какие молодцы. Так, мы вам подарки принесли, потому что вы хорошо учились. Поддержать тех, кто защищает нашу страну, дело общее. А знать цену миру и храбрости тех, кто его защищает, эту благодарность воспитывают с юных лет. Яркий пример тому благотворительная ярмарка в медицинском колледже, где студенты собственным трудом собрали средства для бойцов специальной военной операции. Как проходило это доброе дело, расскажет Ахмед Рамазанов. В Чеченском базовом медицинском колледже прошла благотворительная ярмарка, организованная студентами при поддержке преподавателей. Молодежь объединилась ради важной цели – оказания помощи участникам специальной военной операции. Вместе с Фондом защиты Отечества решили передать все, что закуплено. Это разные медицинские, теплые одежды и так далее. И плюс еще 360 студентов написали письма нашим бойцам. И вместе с посылками отправить эти письма тоже. Вот таким образом собрались и передаем сегодня для ребят, которые находятся на Украине и защищают нашу страну и республику. Заместитель руководителя филиалов Чеченской Республики Государственного фонда «Защитники Отечества» Яха Сайдулаева поблагодарила студентов и руководство колледжа за проявленную инициативу и подчеркнула важность таких акций. Мы буквально сегодня-завтра передадим это госпиталю Ахмат. И наши бойцы где-то через 3 дня получат и письма, и то, что собрали ребята для них. Но нужно отметить, что глава республики, герой России Рамзан Ахматович делает все возможное. Надобности в этом, конечно, нет. Но в любом случае, я думаю, что
Чувство патриотизма, которое проявили сегодня наши ребята, мы обязательно отметим. Отметим не только благодарственной грамотой всем студентам, но и хотим их пригласить, поддержать их в этом. И думаю, что нашим ребятам тоже будет очень приятно такой знак внимания. Доставка гуманитарной помощи будет обеспечена через партнерские структуры фонда «Воинский полк», несущий службу в зоне специальной военной операции. Эта акция стала ярким примером зрелости и ответственности молодого поколения, готового не словами, а делом поддержать тех, кто сегодня стоит на защите Отечества. Ахмед Рамазанов, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Чтобы Новый год стал по-настоящему волшебным, в горах создают зимнюю сказку вручную. В туристическом комплексе Кизиной-Ам идет активная подготовка к сезону. Наряжают елки, включают гирлянды, заливают главный каток у живописного озера. Как идет подготовка инфраструктуры и что ждет отдыхающих в нашем следующем сюжете. С приходом холода высокогорье заметно преобразилось. Склонные к ветрам участки покрылись густым узором инея. Все эти виды напоминают волшебную зимнюю сказку. Над озером селится легкий туман, характерная особенность местного климата зимой. Кизиной-Ам. Высота над уровнем моря более 1800 метров. Здесь снег уже лег уверенным слоем. И именно в этих условиях завершают установку высокогорного катка. Работы идут без остановки, и уже в ближайшие дни площадка будет полностью готова. Зимний сезон на Кизиное традиционно привлекает гостей со всей страны и не только. Туристы приезжают увидеть одно из самых больших озер Северного Кавказа. В место, где переплетаются древние легенды и суровые горные пейзажи, люди съезжаются влекомые зовом живописного места. Попробовать местную кухню и насладиться незабываемыми маршрутами. Сама природа наградила нас такой вот красотой. Поэтому даже если не организовывать ничего, просто приехать, посмотреть, отдохнуть, разгрузиться от тяжелой рабочей недели или же от какой-то иной суеты, это словами не передать. Это надо приехать сюда, посмотреть сначала. По сравнению, например, с прошлым годом, в этом году поток туристов побольше было, чем в прошлом году. Ну вот я имею в виду летний сезон, который мы уже прошли. И ожидаем в зимний сезон еще больше. Это трансформируемое пространство, которое в теплый сезон функционирует как уютная терраса, а зимой превращается в ледовый каток. Кроме того, отсюда открывается потрясающая панорама. На площадке рабочие монтируют трубы. Это основа охлаждающей системы, которая позволит сформировать устойчивый лед даже при переменчивой погоде. Устанавливаем трубки, так называемый айсгрид. Подключаем к коллектору, где будет циркулировать этиленглюколь и замораживать поле. И появится лед. Потом на лед установится борт для безопасности людей. Каждая секция проверяется тщательно и отдельно, чтобы каток был безопасным и подходил для массовых катаний. Вследствие работы намораживания образуется лед. На этот лед будет устанавливаться специальный борт, чтобы не было никакого травматизма, чтобы это свести к минимуму. На территории комплекса круглогодично работает ярмарка. Она состоит из уютных деревянных домиков, расположенных по кругу и предлагающих посетителям широкий ассортимент товаров. От сувениров до сладостей и национальной кухни. В самом центре расположен фудкорт. Здесь новогоднее оформление уже завершено. В туристической зоне продолжается обновление инфраструктуры. Гостевые домики претерпели модернизацию, заменена мебель и усилена теплоизоляция. Благодаря всему пребывать в них станет теплее и комфортнее, что особенно важно на такой высоте. В программу отдыха включена и тюбинговая зона. Ее установка планируется в ближайшее время. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.